есть, конечно, вот мне нравится, да, сейчас такая идет акция, как бы там земский врач, да, что молодые специалисты до 35 лет получают миллион и уезжают как бы в сельскую местность. Но в городе-то врачи становятся меньше. Везде какая-то у нас, не знаю, не то что глобализация, у нас все сокращается, оптимизация происходит, так скажем. Да. И вот хорошие специалисты, да, у нас в Бурятии, но вот лично меня, вот, да, один вопрос вот волнует. Почему у нас все-таки республика-то спортивная, я бы сказала, у нас национальные виды спорта, как борьба, стрельба из лука, да, и у нас нету ни одного специалиста именно по спортивной травматологии. Мне кажется, у нас до сих пор все спортсмены, и мы, в том числе артисты, мы пользуемся услугами врачами костоправа, нетрадиционной медицины, там, травами лечимся, да, у нас нету нормального реабилитационного центра. Хотя бы один специалист просто был бы в кабинете травматологии, помимо простых специалистов-травматологов, да, один специалист, который бы занимался на спортивной травматологии. То есть там все равно другая специфика. Если для обыкновенного человека какая-то травма, разрыв связок, это не так страшно, он может с этим ходить, он может с этим жить. Но спортсмену, например, для него это очень серьезно. И нужно посмотреть, как ему сделать, как его обезопасить, как ему восстановиться правильно, какой нужен ему режим, какой нужен массаж, какое лечение. И поэтому я считаю, что вот на всю республику хотя бы можно было бы сделать один кабинет со спортивной травматологией. Разве нет? Я не видела. Вот я хожу в травмпункт, да и многие мои знакомые, есть хорошие врачи-специалисты, травматологи, но это надо самим искать. А вот именно, который бы занимался спортивной травматологией, вот кабинет был бы в травматологии, и туда бы все ходили спортсмены. Потому что вот я сижу в очереди, там сидит, я вижу человека, который занимается спортом, да, он тоже сидит в очереди, и мы сидим все в общей очереди с больными, у которых переломы, там что-то, растяжения бытовые, да, но и врач не успевает всех осматривать, он же не будет, да, у меня там, например, там растяжение, все, идите. А нужно же как-то, наверное, посмотреть. Функциональная компенсация. Да, именно узкий специалист такой. Потому что вот когда я была в Питере, там есть, да, большой центр спортивной травматологии. Конечно, это Питер, это столица. Но я когда туда зашла, двухэтажное здание и вот кабинет. Написано врач-травматолог. Самбо, дзюдо, карате. Врач-травматолог. Лучники, там еще кто-то. Врач-травматолог, там конный спорт, врач-новотроп, фигуристы. То есть я посмотрела, думала, как-то здорово. Вот, мне кажется, одного врача, хорошего специалиста, если бы он был, мне кажется, это было бы здорово. А так приходится самим искать хороших специалистов, обращаться к ним или обращаться к нетрадиционной медицине, потому что, а к кому обращаться? Она у нас популярная очень. И люди, кстати, которые живут на Западе, не имеют возможности. Мне кажется, это плюс, что у нас есть такая медицина. Это плюс, что мы, наверное, находимся очень близко. Наверное, как мы общаемся с землей, и вот это вот такие вот качества людям даются. Это что же природа наделяет их? Их свыше наделяет их таким даром, что они могут вылечить нетрадиционным способом, методом. Но с одной стороны это плюс большой, но с другой стороны не каждый же попадется тебе такой врач, который тебя вылечит. Можно же и попасть случайно не в те руки, так скажем, который может тебя и травмировать, и покалечить. Ты же не застрахован, ты не знаешь. Это со временем ты, может быть, найдешь через кого-то, и опять-таки это только по связям, по знакомству. Мы можем что-то найти. В этом плане вот у нас еще все-таки Бурятия, она немножко такая клановая такая вся. У нас все взаимосвязано, родственные связи, знакомство. Это тоже очень большое значение имеет. При выборе даже профессии, при выборе даже врача, это тоже очень большое значение имеет. Мне кажется, у всех.